Вежливые люди, так их теперь называют. Это уважительное прозвище к военнослужащим российской армии буквально приросло после событий в Крыму в прошлом году. Теперь это своего рода бренд, который набирает популярность. Именно для людей в зеленом, охраняющих безопасность Северокавказского округа, и придумали проект «Вежливая Осетия вежливым людям». Идея появилась не в кабинетах чиновников, говорит лейтенант Олег Марзоев. Офицеры сами придумали и сами реализовали свою идею. И срочники, и контрактники практически все время проводят в палаточном городке рядом с танками и оружием. В тяжелые армейские будни необходимо отвлекаться, считают офицеры. Очень сложно в течение года, который они проходят здесь службу, находясь в режиме постоянных боевых занятий, боевой учебы, каким-то образом охватить традиции осетинского народа, понять на территории какого населения, какого народа они проходят службу, это достаточно сложно сделать. Поэтому мы должны предпринимать усилия для того, чтобы традиции, менталитет, обычаи осетинского народа, отношение осетинского народа к армии, к людям в погонах для этих ребят было более понятно. На этот раз для вежливых контрактников и срочников выступает группа «Фидан». Это абсолютно точно была самая необычная площадка, на которой музыкантам приходилось работать. В открытом поле маленькая сцена, а рядом два бронетранспортера. Это в военное время они доставляют боеприпасы на передовую. Здесь же их задача абсолютно мирная – просто создавать нужную атмосферу. Для нескольких сотен солдат звучат композиции военных лет и, конечно, песни на осетинском языке. Одна из важнейших задач проекта – объяснить военнослужащим, которые приехали служить в республику со всей страны, какая же она Северная Осетия. Стереотипы рушатся с огромной скоростью. Уже через месяц мнение о Кавказе меняется полностью. Народ вообще другой, не так, как я представлял. Гораздо добрее, доброжелательнее, помогают. И не так, как все говорили и объясняли, что это тяжело. Я совсем поменял свое мнение о народе и в армии здесь. Вежливый проект не имеет начала и конца, говорят организаторы. Это постоянная работа, задача которой – сделать республику ближе к армии, а армию ближе к народу. Учитывая то, что Северная Осетия – регион с богатейшими воинскими традициями, а 58-я армия практически стала для республики родной, работа ведется без сбоев. В ближайшее время в планах актива провести на территории воинской части настоящий осетинский куфт с культурной программой. Это позволит познакомить приезжих с традициями и обычаями народа. Яна Гагиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.